Ассалам алейкум. Ассалам алейкум. Витаю вас, друзья. Сегодня 10 апреля 2023 года. С вами снова я, Аслан Арцуев, на канале Reality и на канале Аслан Арцуев TikTok, на канале Reality YouTube и на канале TikTok Аслан Арцуев. Так, друзья, я вас всех приветствую сердечно. А также наш стрим я хочу начать с того, о чем нам сообщают Вооруженные силы Украины, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Так, смотришь на страницу в Фейсбуке Генерального штаба и просто глаза радуются, как оружие отгружается, снаряды отгружаются, как непрерывным потоком идет поддержка Украины. Слава Украине! Итак, на сегодняшнее число, на 10 апреля 2023 года, за прошедшие сутки уничтожено 670 боевиков, российских боевиков. Итого их цифра достигла с начала широкомасштабного вторжения фашистской России на территорию Украины 178 820 человек. Один танк уничтожен за прошедшие сутки, итого их цифра достигла 3637 штук. 4 боевых бронированных машины, итого их стало 7028. 10 артиллерийских систем, итого их 2750. 1 РСЗО, итого их 534. Антиаэркрафт 0 за сутки 282, самолетов 307 и вертолетов 292, 0 соответственно за сутки. 11 БПЛА сбито, всего их цифра достигла 2323, 911 крылатых ракет 0 за сутки, 18 кораблей катеров 0 за сутки, 5 автомобильной техники уничтожено, итого их цифра достигла 5607 штук, и 2 специальные техники. И цифра это 311 специальной техники, с чем я вас всех и поздравляю, друзья. А теперь я вам напоминаю, пишите ваши комментарии, ставьте лайки и распространяйте ссылку на наш стрим. Пусть больше людей узнает правду. Так, детектор лжи покажет, кто. Отказ проходить тест равно провалил тест. Значит, сомнительная репутация у такого человека. Я полностью согласен с этим, имя, фамилия. Я готов пройти тест вместе со всеми, кто претендует на голос чеченцев. Саха Крыма, ва алейкум ассалам. Хамзат, Мансур, ва алейкум ассалам. Мансур, мощнейшая информационная атака будет, Аслан, на тебя. Да, Мансур, она будет, и я думаю, что она и не прекращалась, но я думаю, что она будет. Ну, что поделать. Я готов. В Фейсбуке это уже происходит. Ну, отлично. Пусть происходит. Всем доброго времени суток. Так. Мара дестер ясно. Дестер тете. Дал бухастам. Аж десни. Шумар наш обалдуэль масера. Дестен. Ну, друзья, когда я приехал сюда, в Европу, ва алейкум ассалам, масейра дуэльдал обал, Билал, ва алейкум салам. Когда я приехал сюда, в Европу, я пытался найти людей, с кем можно
заниматься деятельностью какой-то. Когда я жил в Москве, я скрывал свое мнение. Только очень близкие люди могли знать. Хотя мои взгляды были ясны многим, но я скрывал свое мнение и пытался как-то особо не афишировать. Когда я приехал сюда, в Европу, я думал, что здесь, в Европе, находятся люди, которые сумели выехать из фашистской России, и эти люди стоят на страже нашего государства. И я попробовал найти Сараляпова, так как в интернете я прочитал, что он председатель парламента. Но этого человека я так и Жалауди Сараляпова, я его так и не нашел. Просто не было никаких контактов. Абсолютно никаких контактов. И я немножко хотел бы рассказать о том, как Жалауди Сараляпов стал председателем парламента. И, как вы догадались, это, конечно, было незаконно. И я начал внимательно, особенно в последнее время, изучать разные вопросы. И вот пришел к заключению мнения Аяда Идигова о так называемом парламентском расследовании, которое он опубликовал на chechengovernment.com, как Чечен Пресс сам назначил так называемого председателем парламента Чеченской Республики Ичкерия Жалауди Сараляпова 30 сентября, наверное, 9 месяц 2005 года. Опубликовано 6 сентября 2014 года. Мнение Идигова о так называемом парламентском расследовании. На сайтах Чечен Пресс, а затем и на Кавказ Центр 29 и 30 сентября 2005 года было опубликовано заявление «Парламентское расследование» от имени парламента Чеченской Республики Ичкерия людьми, не имеющими на то права. В этом участвует, за моим исключением, говорит Идигов, Сараляпо-Закаевская группировка. Государственный сайт Чечен Пресс еще прежде, как минимум с 2002 года, используется в личных целях Закаевым. Он опубликовал преступное постановление номер 21 от 4 февраля 2002 года, из которого следовало, что якобы постановление номер 1 и 5 отменяется. Тем самым пытались отменить постановление номер 5, которое уже 8 дней было в действии и содержало в себе важнейшее решение, связанное с судьбой чеченского народа и государства. О продлении полномочий органов государственной власти Чеченской Республики Ичкерия с 28 января 2002 года до времени освобождения территории страны от военной российской оккупации. В этот раз они снова незаконно опубликовали 29 сентября 2005 года так называемое парламентское расследование, в котором Жалауди Сараляпов впервые обозначается так называемым председателем парламента Чеченской Республики Ичкерия. Под этим заявлением они вписали и мою фамилию, говорит Идигов, хотя об этом я и не слышал. Закаев совместно с Сараляповым пытались создать так называемый самозванный парламент. Им содействовали Селим Бишаев, Хамид Янгулбаев, Дока Амагов, Балауди Белоев, Гумки Гудиев и Хусейн Исханов. Для полной ясности скажу, что Ахмед Закаев звонил мне и просил меня взять на себя роль, которую он отвел Жалауди Сараляпову. Мне пришлось разъяснить ему, что такое предложение есть дилетантство на грани преступления. После своего так называемого назначения через Чечен Пресс Жалауди Сараляпов официально закрыл деятельность своего парламента и вошел в Шуру. Около 2 лет сидел молча там, из которого его вывел в 2007 году президент Умаров. Так называемый председатель молчал и тогда, когда президент Садулаев заявил, что работа парламента приостанавливается. Там же в Шуре сидел и Ахмед Закаев, и словом не обмолвился по этому вопросу тоже. В то время на сайте Даймох 25 июля 2005 года было опубликовано мое интервью «Никто не имеет права менять Конституцию». Кроме этого, 30 сентября 2005 года я изложил на литовском сайте протест
и в связи с очередным подлогом. Чечен Пресс же отказал в публикации моего протеста о подлоге в парламентском расследовании. Вот его содержание. Хочу заявить, что мое имя было использовано в этом заявлении без моего согласия. Более того, я не знаю о факте существования комиссии парламента и в ее работе участия не принимал. Заявляю, что совершен подлог. Заявление «Парламентское расследование», на мой взгляд, не аргументировано в той части, где идет обвинение отдельных депутатов чеченского парламента, и охвачен не весь спектр вопросов. Допускаю, что такая комиссия должна существовать, но хотел бы видеть ее заключения более профессиональными. Известно, что любая парламентская фракция создается по решению парламента, чего нет в случае с обозначенной фракцией, о которой говорится в заявлении. В этой части представляется, что у авторов заявления присутствует желание незаконной легализации действий группы депутатов парламента и их правительства, чтобы они смогли и далее проводить свою работу в избранном или отступническом направлении. В другой части голословно обвиняется одиозная личность из парламента за его действия в интересах российских оккупационных войск. И это можно проверить, читать Тутаков. Обвинение комиссии состоит из того, что он умыкнул из бюджета Кремля 269 тысяч долларов, которые были выданы на специальные действия чеченских депутатов за рубежом, не отдав деньги в нужные руки. Тот сорвал якобы операцию против Запада. Авторы парламентского расследования тем самым указывают на свою кремлевскую позицию в вопросе русско-чеченских отношений. В утверждении о возможных западных оккупационных войсках на территории Чечении и Северного Кавказа выглядят враждебно против Запада, где проживают чеченские беженцы. Видимо, авторы предпочтение отдают родным российским агрессорам. Есть еще ряд важных вопросов, которые требуют отдельного изложения, что я попытаюсь сделать позже. Ахьят Эдигов, глава Комитета внешних связей парламента Чеченской Республики Ичкерия, полномочный представитель парламента Чеченской Республики Ичкерия за границей 2007 года. Парламентское расследование. Привожу его ниже. Парламентская группа из 7 человек во главе с депутатом Аптишагириевым стала на путь предательства интересов чеченского народа. Вся их деятельность в Европе направлена на подготовку чеченского общественного сознания к необходимости присутствия в Чеченской Республике Ичкерия, а также на всем Кавказе новых интервентов, то есть западных оккупационных войск. Созданная группировка Шагириева, так называемое правительство, подпитывается средствами западных спецслужб. Группа Шагириева создана в городах Западной Европы, США и на Ближнем Востоке, а также в Ичкерии и на юге России сеть агентов, которые прикрываются именем так называемого чеченского правительства, которое создано в нарушении Конституции Чеченской Республики Ичкерия. В Страсбурге, в Лондоне, в Мюнхене, в Брюсселе действуют центры этих провокаторов. Деятельность депутата Вагапа Тутакова не менее разрушительна, так как она направлена на то, чтобы парализовать работу парламента через его интересы российских оккупационных войск. Со временем моего избрания в чеченский парламент Тутаков работает на саботаж деятельности парламента ЧРИ. Систематическая дискредитация ответственных руководителей парламента, профессиональное сеяние раздоров в депутатских рядах – это стиль подрывной деятельности Тутакова. При этом он не гнушается любых методов для личного обогащения. Так, он обманным путем присвоил себе 269 тысяч долларов США, которые ему были выданы кремлевской администрацией на провокационные действия цели в Западной Европе. 9 сентября 2005 года из Москвы в Страсбург приехала целая делегация депутатов-коллаборационистов Цамаев, Атаев и другие. Прямо у подъезда дома, где проживает Тутаков, они устроили массовую драку с ним, требуя от него возврата денег или проведения специальных действий, на которые были выделены деньги по указу Суркова, замглавы администрации Путина. Вместо того, чтобы стать политическими помощниками президента ЧРИ и защитниками чеченского государства и его вооруженных сил, эти депутаты стали на путь откровенного предательства.
Специальная комиссия парламента ЧРИ пришла к выводу, что деятельность вышеуказанных депутатов идет вразрез стратегическому курсу военно-политического руководства чеченского государства и является государственной изменой в условиях военного времени. Дальнейшее разбирательство деяний этих депутатов и лиц им способствующих должно быть предметом рассмотрения Трибунала шариатского суда ЧРИ. Подписанты: председатель парламента ЧРИ Сараляпов, первый зампредседателя парламента ЧРИ Бишаев, второй зампредседателя парламента Янгульбаев, председатель комитета внешних связей парламента ЧРИ, от которой подписи отказывается, Ахьят Идигов. Это чтобы вы понимали, какие события происходили в 2005 году. Такие вещи можно очень много разбирать, смотреть, заниматься этими вопросами. Для этого нужны квалифицированные, грамотные люди, которые смогут разобраться в этом во всем. Для этого, чтобы мы могли разобраться, для этого нужна специальная информационная площадка, где все собрано, где все правильно задокументировано и, самое главное, доставляется до нужного потребителя, то есть для гражданина, до гражданина Чеченской Республики Ичкерия. Вот этих вещей всех мы не знаем. Это очень много, я занимаюсь этим вопросом, изучаю этот вопрос. И хочу сказать, что Ахьят Идигов к тому, что я сегодня делаю и что я сейчас говорю, не имеет ни малейшего отношения. Это я со всей ответственностью заявляю. И чтобы понимали, что я не действую ни от какой группы, ни от какой силы, а действую только лишь от самого себя. Далее я еще буду приводить много документов. Не сегодня, буду каждый стрим, каждый отдельно буду записывать видео, приводить видео, факты, которые мне поступают. Также я призываю всех людей, которые все это время молчали и имеют достаточно основания, чтобы разобраться, или имеют достаточно информации о деятельности лиц, занимающихся антигосударственной деятельностью среди чеченского народа и государства, присылать эту информацию мне. Я буду ее проверять, и после этого я ее буду публиковать. Также я считаю, что нам нужно объединяться, нам нужно переходить от этого разобщенного состояния в объединение, но с единственным условием, что среди нас не должны быть лица, которые замешаны или как-либо связаны с российской разведкой, ФСБ или ГРУ. Для нас это смерти подобно. Мы должны всячески попытаться избавиться от этих людей. В таком случае я предлагаю проходить людям проверку, экспертизу на детекторе лжи. Я буду вновь и вновь на этом настаивать. Наша правозащитная организация готова профинансировать, оплатить все расходы на прохождение этой экспертизы, на независимой экспертизе полиграф, да, психофизиологической экспертизе. Теперь я перейду к вашим вопросам и постараюсь на них ответить. Давайте почитаю ваши комментарии, друзья. Салам маршал, думах койдели, салам маршал. Хой Руслан террорист, ва алейкум ассалам. Жалауди Сараляпов попал в парламент в 1997 году от партии, которую возглавлял Кутаев, который на этом этапе заявлял, что поддерживает Ичкерию. Баркалон Мансур за эту информацию. Я призываю всех писать комментарии и оставлять. Я ее буду зачитывать, друзья. Очень много не знаем, просто слепы. Да, совершенно верно, леди. Абсолютно так. Так, давайте почитаем комментарии у нас.
Билалу алейкум ассалам. Асан селбар тишам боч хундувай. Билал, дейр ду вайнюка агентури ол дел. Расхшант и буалбеш бол дел. Нохчик оманс бел буц дел. Цанни альчом нистац. Ой, вайн халар камел делуш бол. Так, вай дистрелиш йоч дол дел. Вай ца зудри беж расхимахта его стрим. Поэтому я буду говорить на русском языке. Дело в том, что все, кто пытается что-либо делать, я человек, который пытается что-то делать, могу сказать со всей ответственностью, все, кто чем-либо занимается, эти люди, их родственники подвергаются гонениям, преследованиям, против них возбуждаются уголовные дела, их убивают, их сажают и так далее, и так далее. И если это тем более я-то новый человек, и меня можно проигнорировать или сказать, что я сам засланный, как, например, группа Ахмеда Закаева распространяет слухи, пишет заявления на людей, в том числе и на меня, что мы засланы Москвой, что мы являемся какими-то врагами, что мы и так далее, и так далее. Слава Богу, в отношении меня им не удается ничего сделать, потому что моя история, она прозрачна, я максимально открыт и не имею никаких связей с фашистской российской разведкой и никогда в своей жизни иметь не буду. Вот таким образом эти люди вводят нас в заблуждение, совершают провокации против нас. Чтобы вы понимали, я вот видео, которое сегодня выложил, это небольшой кусок из той ситуации, которую я вам рассказал. Но я не рассказывал в своих эфирах о тех моментах, которые были после этой вербовки. После того, как я написал заявление в полицию, в прокуратуру точнее. Со мной связались люди, например, это был Сайтамин Ибрагимов, которому я сказал, что меня вербовал, вот этот, пытался вербовать меня, этот Нашхо Эльдаров. И Сайтамин, даже не выслушав меня, сказал, это невозможно. Хотя якобы он этого человека только-только с ним познакомился и только-только о нем узнал. При этом мы с ним как бы были уже знакомы и вроде бы как бы он мне доверял. Я сказал, ну как это так, не может такого быть, я же не придумываю тебе это, я же не могу придумывать такие вещи. Я не для этого занимаюсь этими вопросами, чтобы невинных людей оговаривать. И тогда Сайтамин Ибрагимов сказал мне, что твое слово против Нашхо Эльдарова слова будет проигрышным, потому что ты якобы приехал из Москвы, адвокат, а этот человек сражался, у него братья погибли, племянники погибли, жена там ранения получила, очень заслуженный боец сопротивления. И он мне сказал, есть заместитель Шамиля Басаева, Магомед Хатуев. Этот Магомед Хатуев якобы поручился за Нашхо Эльдарова. А кто готов поручиться за тебя? Я сказал, что если это даже Шамиль Басаев поручится за него, я прекрасно знаю, о чем я говорил 3,5 часа с человеком в машине, что он мне говорил. И меня переубедить не получится, даже если поручится Шамиль Басаев. Затем он мне прислал голосовое сообщение, которое говорил, обтекаемое там было выражение, я не знаю, что имел в виду этот человек, но он якобы сказал, что это хороший парень, что он там заслуженный парень, и вот в таком роде было сообщение. Но после того, как мой близкий человек рассказал о том, что есть запись, и дал послушать им эту запись, где собрались все в скайпе, но не всю она, часть только, самое начало, то после этого совещание в скайпе закончилось, и на второй день
Нашхо Эльдаров, который до этого отрицал. Саид Амин говорил, что это невозможно, что такое, он вообще не мог мне это говорить. Получилось так, что Нашхо Эльдаров сказал, что это была шутка. Шутка длиною в 3,5 часа и такая убедительная. Хотя нужно признать, что Нашхо Эльдаров, когда говорил мне, а я выпытывал у него разные вопросы, задавал наводящие вопросы, там, отвечал на его вопросы, он поворачивался назад, а сзади спали, прямо скажу, храпели два человека, которые со мной ехали, потому что мы уже почти 2 суток не спавшие были, они не спавшие, а я немножко в машине успел выспаться, и поэтому я сидел за рулем. И еще меня Нашхо Эльдаров попросил сесть за руль. Едь ты, нам надо с тобой поговорить, пускай ребята отдохнут. И ребята реально уставшие уснули. А Нашхо Эльдаров за эти 1,5 сутки, что он сел с нами в машину, поехал туда и вернулся, не спал ни 1 секунду, не ел вообще ничего, и было видно, что человек под какими-то препаратами находится. Не мог, когда мы кушали, зашли в Макдональдс, где-то там перекусить, за это время он ничего не ел. Эти же люди спали. И Нашхо поворачивался и говорил в машину, когда я слишком много задавал вопросов, и было понятно, что я что-то у него пытаюсь выудить, он поворачивался и говорит: я пошутил, и продолжал опять со мной говорить на эту тему. Не мне он говорил, я пошутил, а поворачивался назад в машину, и если идет запись, чтобы было понятно. И есть еще моменты, которые будут, и я дальше буду рассказывать, которые есть здесь при необходимости, я буду это и публично рассказывать. Вот как-то так, да, как-то так. Ну, давайте почитаю ваши комментарии. Наши ребята молодцы, каждый свой так. Вокруг Кадырова полно сражавшихся, это не аргумент. Если бы ты действительно, Хамзат удалил этот комментарий, но я его вижу. Если бы ты действительно боролся за народ, а не за свое дело, ты не выкладывал бы все это дело на русском языке публично. Я выложил это видео на русском языке, чтобы мои американские и русские, и русскоязычные все граждане, в том числе и граждане Литвы, узнали о том, о чем я говорю. Для того, чтобы та ложь, которая распространяется в отношении меня, в том числе продолжая утверждать, что я как бы с ними заодно, что как бы я, вот как вы только что я прочитал подпись Агьяда Идигова, которая была поставлена, также и мою подпись очень настырно, усиленно пытались привязать к этим людям, люди, которые со мной связывались по Facebook. И в Украине то, что сейчас происходит, для меня это очень важно. Это важно для всех чеченцев, для всего чеченского народа. И я не имею ни малейшего желания, чтобы российская разведка пришла в Чеченскую республику под видом ичкерийцев и устроила то, что устраивали эти же российские разведчики, но только уже при помощи своих других агентов, Кадырова и так далее. Именно поэтому я заранее предупредил, за 3 дня до этого я сказал, что я буду выкладывать. До этого еще неделю или 2 я предлагал пройти на детекторе лжи, потому что окружение Ахмеда Закаева писало на меня заявление не на чеченском языке и не для чеченцев, что я прислан Москвой и агент. Я готов пройти на детекторе лжи. С любым человеком я готов пройти этот тест и проверить, кто из нас работает на русских или не работает. Вот что мне важно. Получает ли деньги от русских и является ли верным
чеченской идеей независимости, или является предателем. Для меня это очень важно. Именно поэтому, чтобы все русскоязычные поняли, я выложил это на русском языке. Так, трудно поверить, что Магомед Хатуев поручился за нашего Эльдарова. Да, Мансур Сайдулаев, якобы поручился, и было голосовое сообщение, но там это такая обтекаемой форме это было. Поэтому затем было опровержение, что он не имел в виду, что он поручается за нашего Эльдарова, а имел в виду, что он хороший парень просто. Вот как-то так это было опровержение. Но этого опровержения я не слышал, мне мои близкие люди это передали, что было вот такое-то, такое-то. Детектор можно обмануть. Сыворотку правды готов пойти? Абсолютно, я готов на все. Но при условии, что я это буду делать не один. Я не имею желания разоблачать лжецов и провокаторов, и потом самому садиться на детектор лжи и самому проходить сыворотку правды. Если все согласны со мной, кто мне это предлагает, я согласен пройти. И детектор очень сложно обмануть. Можно на одном вопросе обмануть, можно на двух. Но если хороший профессионал, это очень-очень сложно. Так, правильно для всех. Салам алейкум. Ва алейкум ассалам. Ва алейкум салам. Ва алейкум ассалам. Машал Хуиль Мухаммад. Ва алейкум ассалам. Шавига Машуэ. Задик ва алейкум салам. Мустам ва алейкум ассалам. Шавига Машуэ. Так. Да, Ахмед Закаев, один из них. Бо Нохчи это сила, это агент, и он дезертир. Да, мы иногда забываем такие моменты, о чем говорили наши президенты, о чем говорили наши первые лица. Почему-то мы, когда они погибают, делаем вид, что их слова уже не имеют значения. Мы делаем вид, что это не важно. Да, это влияет пропаганда, это надежда на то, что есть какой-то выход и что-то получится. И когда мы слышим только голосовое сообщение или видеосообщение, и на этом все заканчивается, и вновь нету соратников Аслана Масхадова, Шамиля Басаева, Доки Умарова, которые могли бы сказать: Хаула Умехтик, почему ты продолжаешь что это говорить? То мы как бы соглашаемся, что ну ладно, это какое-то старое голосовое сообщение. И я признаюсь, я тоже иногда допускал такие вещи, потому что ну мало ли там где-то вырвано из контекста, может быть это еще что-то и так далее. Но про Ахмеда Закаева и многих лиц говорили не один там Масхадов или не один Басаев, а очень многие. И нам пытаются рассказать, что сейчас пытаются подменить историю, хотят нам рассказать, что Джохар Дудаев был узурпатором власти, диктатором, что он был плохой человек, а вот люди, которые боролись с ним, это люди более-менее были нормальные, хорошие. Я с этим не согласен, я не согласен с подменой истории, я живой свидетель, мы все свидетели, кто жил в это время, помнит эти все времена, что Джохар Дудаев не был ни богатым, ни коррупционером, ни лгуном. О нем его русские враги говорили: самый честный и самый бедный президент. У него не было никаких миллионов, и как мы видим, ни его жена, наследница его, ни его сыновья не ездят в Чечню, как это делают родственники Закаева, других людей.
абсолютно почти все находятся, ездят туда, занимаются своими делами. И у родственников, у наследников Джохара Дудаева нету никаких денег. Они абсолютно небогатые люди, что делает им двойную честь. Двойную честь. Так, давайте почитаю ваш комментарий. Юги Хорст, ты абсолютную чепуху несешь, что ваши спецслужбы, якобы ты украинец, это ваши спецслужбы бдительны, и что вы обвиняете Закаева, не может быть правдой, иначе его бы сейчас не было в Украине. Если ты хочешь сказать, что у тебя больше информации, чем у наших спецслужб, или ты хочешь сказать, ты несешь чепуху полностью. Ваших спецслужб, когда мне предлагали работать на наше правительство, так называемое наше правительство, предлагало работать на российские спецслужбы, ваших спецслужб со мной рядом не было. Поэтому у ваших спецслужб может не быть этой информации. Но я эту информацию сообщал. А ваши спецслужбы, СБУ там и другие, мы знаем, что до сих пор есть люди, которые, наверное, есть, которые работали на Россию и принимали участие в геноциде чеченского народа. Поэтому о ваших спецслужбах я бы немножко постеснялся говорить в приличном обществе. А еще есть те, которые знают, кто есть кто. Мансур, это очень хорошо, что есть такие люди. Но проблема в том, что эти люди молчат и не говорят публично, как это делаю я. И в связи с этим у нас возникают большие проблемы. Большие. Нас ведут к третьей чеченской, так называемой, как они говорят, чеченской войне, где мы должны будем кадыровцам отрезать головы. Об этом сами русские говорят. Должны будем все зарезать, перерезать. Есть один блогер, как вы знаете, может вы знаете, свободный гражданин или свободный человек он называется. В ТикТоке он очень активный, в Ютубе, по-моему, есть. Так вот, этот человек открыто хает Путина, открыто там наезжает на кадыровцев и так далее. И он всегда говорит, я ничего не буду делать. Вас сами чеченцы вырежут. Так вот, чеченцы нас готовят к тому, чтобы мы устроили резню над этими предателями чеченского народа, для того, чтобы вот это все досталось старым агентам КГБ, таким как Янгулбаевы и все остальные, которых собрал вокруг себя Ахмед Закаев, который, я полагаю, по моему личному мнению, является одним из них. Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты, или кто твой соратник. А я, человек, который не принадлежал российской разведке, была попытка меня вербовать. У меня возникает вопрос, если я не принадлежу, то почему со мной вот такое отношение произошло? А? Ассалам алейкум, масарга ва алейкум ассалам. Аслан, 100% есть Аслан. Да, Алмула, Хамзат, да, Алмула. Просто инах бистхали шолш батюш. Я понимаю все. Я танина сбег цабиршун. Валлахи цабилк. Например, то, что я прошел, я увидел. Это с одной стороны, видимо, нужно было, так нужно было Всевышнему, чтобы я все это своими глазами увидел, чтобы я получил хорошую дозу такого освежающего, холодного
воды на себя, ведра воды, которая на меня вылилась, чтобы я немножко пришел в себя и начал делать уже свои умозаключения. В противном случае я бы просто к ним не подошел бы, и я бы многого не узнал бы, и, соответственно, вы бы этого многого не узнали бы. Аслан, почему не выходишь один на один с Ахмедом? Что ты имеешь в виду один на один? Кирстукас. Канал iNews, Ичкерия News, по-вашему, кого представляет Литва? Я считаю, Киртукас, я, как вы понимаете, я знаю этих людей, Андрей и Инна Курочкины, которые через меня, понимая, что у меня есть определенные, несмотря на то, что против меня лилась грязь, у меня есть определенный кредит доверия среди чеченского общества, так как за все это время я не дал ни одного повода усомниться в том, что я делаю для честных людей. Эти люди через меня решили войти в чеченское общество и меня использовать в качестве трамплина. Вероятно, это люди, которые пытаются зарабатывать, монетизировать чеченское дело на Чеченском горе. Но с учетом того, что они прекрасно знают, я им лично сам это говорил, что ни одного КГБшника, ФСБшника я к себе не подпущу. И, пожалуйста, и смотрел на их реакцию. И реакция тогда мне их не понравилась. Никакой поддержки я тогда не увидел в их глазах и в их словах. Поэтому вполне возможно, что эти люди являются, Андрей лично является агентом КГБ, ФСБ, ну, я и допускаю, что они могут быть просто людьми, которые пытаются нажиться на этом. Хотя нажиться, заработать на этом, я считаю, это очень сомнительный заработок, потому что здесь очень опасно заниматься вот этими вещами. Поэтому я сомневаюсь, что когда даже чеченцы не рискуют особо светиться, что какая-то муж с женой решили вот так пожертвовать. А то, что собой, там, своей семьей там, и так далее. А то, что они это делают не из-за большой любви и сострадания к чеченскому народу, это абсолютно 100% так. Это 100%. Но вопрос открыт пока для меня. Открыт, но то, что они делают, меня указывает, что они являются инструментом ФСБ, умышленным или неумышленным. И еще один момент, который меня склонил к тому, чтобы я отстранился от них и перестал с ними поддерживать какие-либо отношения, это было то, что основной нарратив КГБ, ФСБ, это то, что Советский Союз до сих пор находится в ООН, и до Восточного Берлина вся территория принадлежит Советскому Союзу. Это зона интересов Советского Союза. И они всячески подводят все разговоры, если вы обратите внимание, все разговоры подводят под то, что Советский Союз распался незаконно. Обратите на это все внимание, кто мало-мальски вот интересуется этими вопросами. Так вот, Андрей написал, или хотел написать, или уже написан у него был какой-то документ, где нужно было подписаться, и мне тоже, что Советский Союз распался незаконно. И вот в этот момент я уже понял, что меня пытаются использовать в определенных играх. Я отказался подписывать что-либо и сказал, что я в этом участвовать не буду, так как ты, Андрей, это прямо было сказано. Я думаю, на записи это должно быть, потому что почти все разговоры записаны, там может быть за исключением одного-двух, что ты, Андрей, именно ФСБшный нарратив повторяешь, что Советский Союз распался незаконно, хотя отчасти это, конечно же, тоже правда, но вот они на этом и настаивают, потому что в 1991 году было совершено колоссальное, грубейшее нарушение международного права, что за место Советского Союза разрешили остаться с правом вето так называемой Российской Федерации постоянным членом Совета Безопасности ООН.
В Украине полно агентов в правительстве и в журналистике, как у нас, оказывается, были. Абсолютно так, леди, абсолютно. Салам Маршал, Дума Сарга, в повторе посмотрю мысленно с вами. Так. На меня набросились на канале Курочкин за то, что сказал, почему не пройдет Закаев полиграф. У тебя даже имени нет, как будто я должен гибне раскрыть свою личность, чтобы потом опасаться за близких. Да, и зачем твое имя? Я говорю об этом. Наша правозащитная организация готова оплатить. Зачем нужно еще чье-то имя? Но это отговорки. Никто не хочет проходить полиграф. Никто не хочет установить истину. И никому это не нужно, кроме самих чеченцев. И сейчас сражающейся Украине. Еще раз напоминаю украинцам. Украинцы, мы выиграли одним стрелковым оружием и гранатометами только лишь при помощи силы духа. Мы выиграли, сломали дух фашистской России. Так как наш лидер Джохар Дудаев именно так нас поднял, и именно сам так прошел весь путь. Мы не смогли справиться с их манипуляциями, ложью, обманом, то есть специграми спецФСБ. И вот сейчас я наблюдаю, то же самое происходит в Украине. Я категорически против, чтобы это так происходило в Украине. Я не хочу, чтобы как зрелое яблоко, победившая Украина в войне, в конце концов, в ее руководстве, ее везде оказались люди, представляющие агентуру России. Я категорически этого против. Я кардинально против. Я также против этого, как против, чтобы это было и среди чеченского общества. Салам, шалом. Салам, Исаак. Ничего, нормально все. Это бывает, Исаак. Почему ты устроишь боепан? Так, Аслан, маш воль, хоуэль маш. Нет, Аслан, 100% до сих пор есть агенты Русни во властных структурах Украины. Совершенно верно, конечно есть. Конечно есть. И мы знаем. Вы посмотрите на украинское телевидение, YouTube. То, что в YouTube происходит. Просто посмотрите. Каждый день Гудков, каждый день Фейкин. Ой, неужели не нашлось больше никаких, ладно, не хотят они украинцев так рассказывать. Неужели не нашлось ни одного другого россиянца, который не связан с гибней и имеет чистую репутацию? Неужели не нашлось? Я в это не верю. Я в это не верю просто-напросто. Конечно, есть. И Украина идет точно один в один по нашему пути. Как только русские не справились, сразу же автоматически запускается второй вариант. И внедряются туда люди, которые начинают под разным видом представлять Россию. Чего добились Фейкины, Гудковы, Пономаревы? Чего? Убийство какого-то там Дугиной, как они говорят. Вот это добились там русские партизаны какие-то. Или там еще какого-то татарского. Чего добились? Больше года идет война. Что сделала русская вот эта агентура, которая на всех каналах Украины маячит? Чего она подняла народ? Хоть раз вы слышали, чтобы они призывали русский народ подняться? Вы когда-нибудь это слышали? Нет, эта информация идет не для России, а она идет для Украины, для того, чтобы украинское общество приняло вот этих людей уже за своих. Да, они красиво говорят, да, там Путин плохой, там мы такие, мы сякие. Вот сейчас сидит Ходорковский, мне вот буквально сегодня вы прислали видео, я вам сейчас его покажу. Смотрите, что говорит Ходорковский, который рыдал. Это самый настоящий гибнюк. Олигарх не может быть не гибнюком в России. Понимаете? Комсомолец и так далее. Да, у него отобрали бизнес. Возможно, его посадили за какие-то прегрешения. А возможно, это была легенда, чтобы потом его сюда на Запад отправить. Ну, посмотрите, послушайте, буквально там минутку. Я не вижу потенциала у Украины
в эту военную кампанию отбить все свои территории. И я, к счастью, не вижу потенциала у Путина дойти до Киева или захватить какие-то другие территории. Я не верю в то, что он решится на применение ядерного оружия, но я понимаю, что эта готовность у него будет, если он почувствует угрозу собственной жизни. Поэтому, скорее всего, нас ожидает постепенное замирание конфликта на том уровне, до которого украинские войска дойдут в рамках весенне-летней наступательной кампании. Вот такие люди в Украине нам все это рассказывают. Мы, чеченцы, знаем, украинцы, мы все это прошли. Поверьте нашему опыту. Доверьтесь просто нам. Вы сами это ощущаете. Многие из вас понимают в Украине вот эти все вещи. Пытаются как-то сопротивляться, что-то делать. Но везде, открой, я вот все время слежу за украинскими новостями. На русском языке, конечно же, потому что мне удобнее смотреть на русском языке. Так вот, везде только россияне маячат. Причем эти россияне с очень-очень подмоченной репутацией. Неужели других россиян нет? Неужели они что-то добились за этот год? Они подняли Россию, они подняли русский народ, они повели кого-то куда-то? Нет. И они этого не собираются делать. Они собираются захватить Украину. И они делают так же, как они делали это в отношении нас. Всеми правдами и неправдами. Самые ярые патриоты, выяснялось, оказывались их людьми. Понимаете? И я не буду с этим мириться. Чего бы это ни стоило. Аслан, не обращая внимания на тролли в Украине, Рата пока не приняли закон, жесткая проверка и чистка всех силовых структур и работники СБУ блокируют это таких как Смешко. Как только примет этот закон, мы увидим и узнаем о многом, и украинское общество будет в шоке, видя своих кумиров. Информация есть на всех, закона пока нету. Спасибо, Эд. Да, абсолютно так. Абсолютно так, я с тобой полностью согласен. Спасибо тебе, как обычно, к месту и верно. Астер, Аслан, ты смелый человек, будь осторожен. Договорились, спасибо. Аслан, Заки раньше был министром изгнания, теперь он главнокомандующий. А по юридически кем он является сегодня? Для меня он остается министром культуры. Если можно, разъясни по закону Ичкерии Барка. Ахмед Закаев не занимает никакие посты, если брать правовую сторону вопроса. И министром культуры он тоже не является. После министра культуры он был другим лицом. Я сейчас не буду все это искать. Я перелопатил определенную информацию в интернете. И могу сказать, что Ахмед Закаев был человеком, который поддерживал поход, спасательную операцию Шамиля Басаева в Дагестан. Вопреки желанию Аслана Масхадова. Вот мое. И это всем известный факт. Он, когда был министром культуры, в театре был штаб его, где они поддерживали вот эту деятельность. К чему мы пришло? Мы знаем Ахмед Закаев, насколько он очень верующий, набожный человек, при всем при этом. Первый он появился с повязкой на арабском языке и показывал, что это не национально-освободительное движение, а джихад, религиозная война, не наш газоват, а вот религиозная война для того, чтобы вот чеченцы жили без ислама. И вот пока Закаев не пришел, мы не могли разобраться. Удугов и Закаев, вот два человека, которые тогда поддерживали это дело. Я не думаю, что Дугина убили, а инсценировка. Я тоже думаю, что это инсценировка. Один Стамахин на всю Украину, как бриллиант, и о нем не слышно в Украине, хотя он там живет. Совершенно верно, леди, совершенно верно. Свободная Украина, воюющая уже 9-й год Украина, не может
не знаю сейчас дали ему политическое убежище или нет, не может брать, не берет у него интервью, не говорят о самом главном враге России, это КГБ точнее. Вот представьте, вот и все, делайте выводы, делайте выводы. Самое мощное оружие в нашем мире это информация, и все это с этим связано, да. Сценарий, когда-то раз армия проходит строить базы, потом дальше идет и опять строит, зачищает Украину, не прошел. Химарсы эти планы сорвали. Поэтому действуют по-другому, так же, как действовали против нас. И Запад не смог этому противопоставить ничего. Вот когда против нас эти спецслужбы действовали, когда мы между собой начинали, заступаясь за агентов, думая, что эти нормальные, мы ругались с нормальными, потому что у нас характеры тяжелые, допустим. А агент, он очень вежлив, такой почтительный и так далее. В Европу отправлено много кротов, которые тайно или явно сотрудничали с кремлевским режимом, чтобы взять под контроль ичкерийскую диаспору и повести их снова по своему сценарию, особенно молодежь. Абсолютно, Мансур, я с тобой согласен. Этому выводу я лично сам пришел. Как когда-то течения, религиозные течения или учения, не течения, а учения, кунта хаджи, киши хаджи, людей, которые спасали наш чеченский народ, некоторые методом несопротивления. Вот этих людей убили, их последователи, их окружение, убили, сослали в Сибирь, а взяли под свой контроль. Сейчас хотят сделать с нашей Ичкерией, за которую мы заплатили 300 тысяч человек, хотят сделать то же самое. И я долго взвешивал это, я долго думал над этим, я сомневался в некоторых своих решениях. Но в конце концов я пришел к выводу, что другого выхода, а они уже открыто уже себя ведут, уже откровенно себя ведут, что фактически свободные чеченцы должны будут стать, уже добровольно войти в состав России. Понимаете, к чему нас готовят? Мы будем подписывать с ними договора, которые фактически признают нас частью фашистской России. Добровольно. Вести Хрила Дел Визель. Алейкум ассалам, Машо Шевега. Сегодня Пиантковский в интервью украинскому телеканалу заявляет, что все нарративы русского шовинизма спускаются сверху от царя к хорошим русским. Царь плохой, а не холопы. Aslan Маш Мокшли Лойла Тахоме Лерми Одерес Хуйл Дерес Ночела. Так, давайте почитаем. Адикёль HRC. Ассаламу алейкум, ва алейкум ассалам. Всех вновь зашедших приветствую. Ва алейкум ассалам, Зумсо, Машовой. Да, Закаев сам уверен, что сотрудничает в ФСБ, Бонночи, это сила. Гудков тоже агент ФСБ. Гудков сам как ФСБ. Ассаламу алейкум, ва алейкум салам, Шавига Машва. Ассаламу алейкум, ва алейкум ассалам. Телеграм чамовар. لا تشوف الخلة ستيجا.
операцию Дагестан спонсировал Березовский. Амадин и молодец. Аслан, за последние сутки на Бахмутском направлении было 58 атак. Ничего ж себе, Мустан. Мобал бутика büyüdük. Дал эту boyliq вайчертига амел болчера. Спонсором Дагестан был Березовский, а Березовский это был другом Закаева. Видимо, одна кормушка. Вполне возможно. Ассаламу алейкум с Дагестана, ва алейкум салам. Ассаламу алейкум. Ой, хазнеяса, ищ вообще, кто служду, ищ и анош вообще. Закаев, Кадыров, все. Ва алейкум ассалам. И дарьяч букыш. И дарьяч букыш. И дарьяч букыш. Бать честь он бадагам. Ой, ночи хам чувах яш букыш. А я за то, чтобы нас сперва признала Америка и другие страны, и мы должны иметь железобетонные гарантии, а потом уже проводить уже специальные полицейские операции. Поверьте, информационная борьба 70% успеха в борьбе, и игнорировать это преступление. Те, кто живет в Европе, принимайте участие, задавайте неудобные вопросы. Совершенно верно это, абсолютно так. Я призываю, так же как и ты, всех принимать участие, не сидеть без дела, друзья. Так, давайте, я забыл включить кое-что. Тем, кто сейчас пропагандирует и вводит в заблуждение украинское общество, и не только, просто сейчас очень много пристроилось в Украине. Да, именно так. Аслан, твой прогноз, когда закончится война в Украине? Я очень надеюсь, начала в этом году. Но меня расстроил министр обороны Украины Алексей Резник, который сказал, что от 3 до 5 лет. И вас тоже это немного, я понял, расстроило. Но, несмотря на это, мы, конечно, не отчаиваемся. Но даже если Алексей Резник не прав, и мы находимся, как сказал Джохар Дудаев, 50 лет, эта война заряжена в 1994 году, соответственно, еще 22 года, если 20, уже 8 прошло, допустим, то я готов и еще 22 года, если мне отведено этот срок. Ничего страшного, ночи. Мы свободны, пока мы не признали поражение. Мы свободны, пока мы себя такими ощущаем. Мы свободны от фашистской российской оккупации, пока мы не признаем эту оккупацию и это гражданство, и эту власть над собой. Мы свободны. Поэтому никаких проблем. А так я надеюсь, я очень надеюсь, что в этом году будут изменения. Но если вот эта агентура будет действовать, мы не придем никуда. Просто все будет зазря. Я не хочу, чтобы было все зазря. Я не хочу. Я не хочу свое время тратить. Не ваше время тратить. Чтобы это потом вышло все зазря. Что мы опять окажемся под влиянием КГБ, ФСБ, ГРУ. Я категорически против. Когда начнется развал России, только тогда у нас шанс возродить Ичкерию. Работы будет много. Война в Украине закончится, когда США и его союзники нормально в нужном количестве дадут все необходимое. США просто не хотят. Дают, все дают. Ну как не дают? Ассаламу алейкум, Асан. Ты слышал, что в Москве уже работает 40 китайских специалистов по закрытию Ютуба в октябре? Я не знаю. И только так, Асан. Да, Амзат, только так.
Подозрительно, что Закай говорит еще о трансформации России, а не о развале. Он часто говорит, что Путин, а не террористическая Россия. Людоеды не могут трансформироваться в цивилизованно. Имя фамилия абсолютно верно. Абсолютно верно. Понимаешь? Абсолютно. Это, ну там много есть таких моментов, когда ты понимаешь, что Закаев выступает в качестве оппозиции Кадырову. Оппозиции Кадырову. Он первенство у Тумсо забрал. И на это на него Тумсо очень обиделся. Березовский один из людей, который способствовал появлению ЧРИ торговли военнопленными. Он лично финансировал выкуп российских военнопленных. Может быть, скорее, вполне возможно. Хотя я думаю, Березовский это только пешка. Все это делало ФСБ. Привет с Украины. Привет, Алекс. 5000 долларов за гол, как сегодня. Граждане, вот за то, что некоторые в то время многие погнались за деньгами, проиграли эту войну. Людоеды должны уйти в небытие. Да. Так. Умадать Закаев нас освободит. Да, да. Евроньюз сообщает, да, Мустан? Ну, я не знаю. Я не смотрю Евроньюз, потому что он так опаскудился, этот Евроньюз. Сейчас, может, что-то изменилось. Но раньше это просто российская помойка была, этот Евроньюз. Было позорно его смотреть. Сообщайте свой новый YouTube канал. Мой новый YouTube канал, друзья, подписывайтесь на него. Он называется Ичкерия Центр. Я прошу всех подписаться. Войну закончить можно к осени, но власть будет отмывать деньги, то затянется еще на год. Да, Мустам, Баркалон. Именно этот канал. Березовский был посредником купли-продажи людей, а также друг Жириновского. Депутат из Ингушетии. Да, Березовский этим занимался, делал себе на этом политические дивиденды, имел. Но если ФСБ не захотела, этого бы не было. Я хотел бы узнать от вас лично, что хорошего было при Ичкерии. Свобода была хорошая при Ичкерии. Свобода. Свобода слова, свобода вероисповедания, свобода мысли, свобода доступ к любой информации. Свобода была. Свобода передвижения была. Свобода была. Конечно, послевоенный период действовали провокаторы и преступники. Если... Так, давайте по порядку. Войну против Ичкерии Россия вела с самого начала провозглашения независимости. Вначале через свою агентуру, а потом и через прямую агрессию. Да, совершенно верно, Мансур. Если Украина выиграет, освободит свое место, это, конечно, хорошо, но мы от этого освобождаемся. Автоматически нет, Нохчела. Автоматически нет. Нам придется работать, нам придется трудиться, нам придется организовываться. Если мы вычищаем агентуру, которая говорит от нас, действует от нас, то мы должны сами начать действовать. Если не действуем и не думаем мы,
то они думают за нас. Поэтому мы должны взять эту ответственность на себя. Вы все должны взять эту ответственность на себя. Нельзя просто так сидеть. Есть люди, которые там находятся и пока ничего не делают. Но настанет время, и все это будет сделано. Да, Аллах. Я не понимаю, что мы должны делать и что не должны делать, чтобы вернуться домой. Мы должны бороться с пропагандой и ложью, которая против нас ведется. Не обманываться. И самое важное, на сегодняшнем этапе. Потом у нас должны люди, которые занимаются, должны везде налаживать связи. Каждый чеченец генерал, каждый чеченец герой. И вы каждый должны что-то делать. Каждый должен прилагать усилия. Кто может в силу своих возможностей не поддаваться на провокации, на ложь, на манипуляции. Для этого я вот пытаюсь этим заниматься. Как вы видите, нам всячески мешают, но мы будем продолжать это делать. И вы все должны мне в этом помогать, если у вас есть желание для этого. Не надо мне доверять или ради меня это делать. Это нужно делать, как вы считаете, как вам это душе угодно. Вот как вы должны к этому подходить. Я в любой момент готов. Мне там, ты там хочешь, там лидерство, извозязду, там пишут разные. Это. Любой момент я готов остановить. Садитесь на мое место кто-то. Я с удовольствием оставляю это. Продолжайте. Мнение, что создаются разные партии или группы, которые не приходят к единому решению для того, чтобы у любого народа не было единения. Пока эти группировки грызутся между собой, старший брат делает. Старшего брата не существует, есть фашистская Россия. Обратите внимание, почему многие много лет молчали и только в последнее время активизировались. Аслан работает и выводит их всех на чистую воду. Почему они молчали все эти годы? Это уже забывается, уже об этом как бы не говорят, что вот все молчали. Оказывается, все не молчали, оказывается, я плохой, что я вот Закаева поддерживал и так далее. А если бы никто не молчал бы, и были бы люди, я бы не поддерживал бы Закаева, я бы поддерживал бы нормальных своих людей. Делать это народа спасают фашистскую Российскую Федерацию. Да, фашистскую Российскую Федерацию спасают. Все хотят списать на одного Путина и кадыровцев. И им устроят показательную резню. Показательную. Я против того, чтобы все было вне рамках закона. И я против того, чтобы нас использовали снова. Если нам что-то предлагается, нас должны признать. В первую очередь, я призываю Соединенные Штаты Америки, страны Балтии признать Чеченскую Республику, открыть посольство, помогать нам, выделять какие-то финансирования, заняться нам кем-то. Вот кто-нибудь, займитесь нами, помогите нам. Вот о чем мы призываем. Мы готовы выполнить те условия, на которые мы с вами договоримся от и до конца вот выполнить, до последней буквы и запятой. Чего бы это нам не стоило. Интересы Соединенных Штатов Америки на Кавказе мы готовы гарантировать. Я убежден в этом, абсолютно. 100% мы готовы гарантировать. Но нам нужна помощь. Вот эта агентура, вот эта действующая, которая пытается создать видимость, какие-то правдами и неправдами создаются какие-то видимости какой-то деятельности. Это ложь, это инсинуация. Муслим ночью. Здесь антисемитизм запрещен. И у меня к тебе вопрос, Муслим. Где был ты, хороший чеченец, когда нехорошие чеченцы сейчас убивают чеченцев? Эти люди рассуждают, как будто Ичкерия существовал 200 лет. 2 года и то разрушение 100% было всего и вся. Да, совершенно верно. Так. Мы все хотим, чтобы ты был его... Не надо.
Где эта агентура? Если кого обвиняешь, то на это должно быть основание. И надо это доказать. Давай на детекторе пройдем, Казбек. На данный момент, по вашему мнению, Аслан, кто достоин стать президентом чеченского народа? Я пока не буду называть ничьи фамилии. ويتصدق جواب ديو غردو شجر مسار جربو خالد حملو أنا جواب ديو شوي جواب ديوش ولا شو تسأت يوقش أنا نمنا ما ديريشي نوخشي تسأت ديران داتسري أنا نمنا سهرة و حقنا حويجا جواب دو أنا دير حويجا جواب ديو غردو أنا почему دائما أنا نيم شندشو جواب ديو غردو أش ويرا موش كديرا وارسان كديرا واريل قز غير دقشو كديرا واريل قز ختاريل قز غير ليشات الخيش غينا اش بيت بيش قز غير دقشو إذا غيش دقشو تمون هون سينا ديوشوا خالد حولا خالد ارتاي ورس مرتاني روار زكايا وجرجل سكرو سينا ديوش دو اسيوغر جوا بادي تاينس حالا Так, пойдемте. Русисты хоронят своих орков под песню Муцераев. Они ушли в невечность. Сегодня смотрел в ТикТоке. Андрей Гилаев, очень интересно, да, почему такие песни играют, а? Очень интересно. Они не понимают, что чеченцы самые надежные настоящие друзья, партнеры и хозяева данного слова. Понимают. Вот и дейбук. Начало, я не буду нигде работать. Я нигде не буду работать. А ты что делаешь? Суат и руки, честно, вы пройти яйцо детектор, независимый экспертиз. Все, это вопрос, да? Суат так, да. Шесть обобешка для вашего. Асна, я столько слышала про Заку от тех, кому 70, и ни одного доброго слова в его адрес. Артист и аферист. Он когда в Ичкерии появился, вроде после первой проблемы, что старшие не хотят сплетничать. Но он засветился и во время первой. Там он был, нигде не воевал, но засветился. Запрещен в России только в Чечне исполнителя и автора песен. Играет эти песни с тем же посылом и ПСО, как в свое время Муцераев вели игру для чеченцев. Да, украинцы сражаются, конечно, не на шутку. Молодцы.
Германия передала Украине очередную партию помощи для фронта. Грузовики «Цетрос», инженерные бронемашины «Дашс», беспилотники, патроны, и об этом свидетельствует обновленный список помощи на сайте федерального правительства Германии. 4 инженерно-бронированные машины «Дашс», ранее 3, 60 грузовиков «Цетрос», ранее 52, 42 мобильные антенные системы, ранее 34 разведывательных дрона, ранее 26, 83 520 патронов калибров 40 мм, ранее 60 тысяч. Федеральное правительство Германии поддерживает украинские военные в тесной координации со своими партнерами и союзниками. Этот список содержит обзор летальной и нелетальной войсковой поддержки Украины и Германии. Он включает поставки в Бундесвер, а также поставки из немецкой промышленности, финансируемые из средств федерального правительства Германии для так называемого развития потенциала безопасности. Финансирование инициативы по созданию потенциала безопасности составляет 2,2 миллиарда евро к 2023 году. После 2 миллиардов евро в 2022 году средства должны быть направлены в первую очередь на поддержку Украины. Заодно они будут использованы для финансирования увеличенных обязательных взносов Германии в Европейский фонд мира, который в свою очередь направляется на возмещение расходов стран ЕС при оказании поддержки Украины. Ну, отлично просто, отлично. Короче говоря, наша Германия конкретно помогает. И леопарды наши, и все наше, да. Супер. Господи, благослови Германию. Арсен. Так, друзья, на этом я свой стрим закончу сегодняшний. Халид, хамацеэлера, сина жоп диреш чоросюк. Арасхшан астебуалца бинал диреш чоросюк, хала. Халид, воро милвороин, сацелах докца доусон, наязи на мерку чуа. Хала. Старшие, которые с самого начала были в истоке провозглашения создания Ичкерии и незапятнанное сотрудничество с Рашкой, должны сказать свое слово. Их молчание на руку Рашке. Мансур, абсолютно верно, абсолютно. Слышал, что перед развалом СССР в Киеве, Баку и так далее ездили делегации США и слезно просили не отсоединяться от СССР и не разваливать Союз. Да, потому что Союз разваливали не американцы, а сами КГБшники. Они переформатировали Советский Союз в СНГ, как сейчас хотят переформатировать Российскую Федерацию в Российскую Республику, откуда уже выход будет невозможен нам. Так, ладно. На этом, друзья, я на этом свой стрим закончу, друзья. В среду на чеченском языке выйдем снова в эфир, может быть и раньше. Следите за новостями. Слава Украине, все будет Ичкерия. Ну и конечно же, Господи, благослови Америку. Ади кёль маш оль бюс легалёль.